Студентка Цхинвальского многопрофильного колледжа Алла Плеева удостоилась звания лучшего мастера по выпечке осетинских пирогов. Она представила Южную Осетию на 6-м международном фестивале осетинских пирогов, который состоялся во Владикавказе. Около 70 заявок было подано на участие в фестивале, но за звание лучшего пекаря осетинских пирогов смогли побороться только 20 мастериц из Южной, Северной Осетии и Турции. Было важно не только испечь вкусные пироги, большое внимание судьи уделяли чистоте рабочего стола. Плеева справилась и с этой задачей. Более того, на фоне остальных участниц она выделялась и внешним видом. Специально к мероприятию портной колледжа Вадим Бесаев сшил для участницы из Южной Осетии платье, идентичное тому, что раньше носили осетинские домохозяйки. Все были отлично подготовлены. Наша студентка участвовала с такими, которые уже 6-й раз там участвовали. Несмотря на это, она получила 1-е место. Девочка была сама тоже подготовлена, но мы с ней проработали все рецептуры. Я знаю, что жюри особое внимание уделяет тому, как работает. Организация рабочего места очень важна, и санитарно-гигиенические требования к своему месту рабочему. И все это я с ней проработала. Пироги выпекались исключительно в дровяных печках. Каждому курсанту было отведено 2 часа. За все это время они должны были успеть замесить тесто, подготовить 5 начинок с сыром, листьями свеклы, картошкой, мясом, тыквой, испечь их и презентовать достойно. Я забрала из дому, эту лохань, деревянную, орынг, в котором замешивали наши бабушки тесто. И замесила их, бродило оно в нем. Холодная погода была. Именно благодаря тому, что оно было замешано в деревянной посуде, оно все-таки забрело в сроки. Это было настолько красиво, по-старинному. Наша участница в старинном домашнем платье. Студентка колледжа состязалась с профессиональными пекарями. Те требования, которые были выставлены на этом фестивале, они, можно сказать, международный уровень. То, к чему мы должны стремиться. И если бы даже мы отсюда повезли пекаря, возможно, он бы не справился. Не потому, что он не профессионал, а потому, что те нормы и требования, которые были выставлены, они были именно с точки зрения технологий, санитарно-гигиенических норм, времени, продолжительности замеса теста, тепловой обработки. И все это еще более отрадно. Без 3 осетинских пирогов в Осетии не обходится ни одно застолье. Они несут в себе сакральное значение 3 единства – солнце, вода и земля. Как рассказывает сама победительница, особых секретов в рецепте приготовления нет. Пирог должен содержать много начинки и совсем мало теста. Чем тоньше слой, тем больше ценятся пироги. У каждой домохозяйки есть свои секреты, но я их не хочу раскрывать. Единственное, что я хочу посоветовать всем хозяйкам, готовить их с любовью. Во время фестиваля у меня было волнение, но когда я собралась, уже приступила к готовке. Не ожидали, что мы выиграем, потому что вся команда очень сильно радовалась. Большое спасибо хочу сказать директору Лире Филипповне, педагогам и кто еще принимал участие. На фестивале осетинских пирогов развернулся и настоящий музейный комплекс. Юго-осетинская команда тоже организовала этнографический уголок. Глава Северной Осетии Вячеслав Пейтаров очень тщательно обошел наш этнографический уголок. Он настолько интересовался всем тем, что там было выставлено, и наш коллега Абай Вова все радушно ему рассказал, пиран, коси, все, что нужно для в Старостинском доме, у нас было все. Участие студентов в подобных мероприятиях формирует положительный имидж многопрофильного колледжа. Агунда Гобозова, Алим Бетаев, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.